Экран показывал, что на одной из линий появилась необычно высокая нагрузка, и я тут же включил рацию. КПП, как слышно, прием. Слышно хорошо, прием. У меня тут на линии нагрузка в 120 ампер, прием. Нагрузка короткого замыкания на линии 350 ампер, прием. Не понял вас, все в порядке, прием. Слушай, Сережа, вдруг нарушил формальный стиль общения Вадим Ильич, тебе сейчас нужно будет пойти туда и проверить, что стряслось. Вот только тебе мой совет, подожди, пока нагрузка пропадет. Тогда и иди, прием. Вас понял, КПП, закончил я разговор. Нагрузка пропала через час, и я впервые был готов пройти вглубь тоннеля. Надо сказать, что я был в приподнятом настроении, по двум причинам. Мне стало очень скучно сидеть третий день без дела, и я наконец-то был готов попасть на свою основную работу. Я надел за спину рюкзак и водрузил на себя каску, щелкнув выключателем фонаря. Выходя из каморки и закрывая за собой дверь, я доложил об этом на КПП. Дежурный подтвердил мой уход. Я подошел к туннелю. Именно подошел. Фонарь просветил в темноту, но видно стало только стены. Впереди была плотная чернота. Впервые я стоял там один, без людей, вне каморки. Где-то далеко что-то жужжало, но в ушах все равно пищало от тишины. Было достаточно тихо, чтобы я слышал свое дыхание, и чернота тоннеля мне казалась уже не такой интересной. Что-то во мне на секунду начало заполнять мозг мыслями о том, что неплохо было бы сейчас послать все и отказаться от работы. Одновременно с этим поворачиваться спиной к тоннелю мне хотелось еще меньше, чем идти в него. В конце концов я справился с собой и решил продолжить путь. Через пару сотен метров железный мостик кончился, и я уже шел по пыли, дыша ужасно воняющим сыростью воздухом. Пришлось прикрывать лицо рукавом, чтобы не кашлять каждые пару метров. Но спустя минут 5 организм привык к издевательствам и перестал так остро реагировать. Так я и дошел до места сбоя, а там совсем все плохо. Несколько проводов пожеваны, следы от зубов, как и человеческих, но гораздо больше. Причем сгрызана только изоляция, а жилы не тронуты. Сообщил обо всем по рации, попросил обесточить линию, но услышал в ответ, что нужно ждать. Я снял рюкзак, сел на него и закурил. Отрубили минут через 10. Я замотал проводку в пару слоев, и пока делал это, заметил у стены комок странной слизи, больше похожий на какой-то гриб. Закончив с проводкой, я немного потрогал его ногой, и вдруг в метрах 300 услышал грузный хлопок, как будто на землю упал старый мешок. В голове промелькнула только одна мысль – нужно бежать, и быстро, что я и сделал, бросив рюкзак со всем добром. Выдохся я еще в тоннеле, еле дошел до каморки, доложил на КПП. На следующий день начальство сильно журило за оставленный рюкзак, грозило выговором, но после объяснительной отстало очень быстро. А когда я вспомнил о том, что мне Ильич про нагрузку сказал, начало всего трясти. Что бы я там увидел, если б сразу пошел? Следующие 3 похода были простые, ничего особого в них не случалось. Я даже начал забывать первый поход, и уже трижды полученная зарплата в этом нехило помогала. И вот опять, как и в большинство рабочих часов, я сидел в каморке, поглядывая на мониторы, и проходил древние стрелялки. Выход в интернет из здания НИИ запрещен, мобильные тоже под запретом, а потому, чтобы не было скучно сидеть, накачал нетленок, под стать местному компу. Тут еще надо сказать, что по инструкции, опять же, дверь в каморку следует закрывать всегда, неважно, внутри я или снаружи, и Ильич не раз намекал, что следовать инструкции очень даже стоит. И вот сижу я, добивая последних вражеских монстров, и вдруг замечаю, что что-то не совсем вяжется. Поставил игру на паузу, и правда, один из звуков остался. Стал прислушиваться, звук шел будто из-за стены, такое негромкое постукивание. Источник при этом в стене постоянно перемещался, будто ползал внутри. Не знаю, что за бес меня тогда попутал, но я взял и постучал в ответ. И вот тут-то и начался мой кошмар. Стук внезапно начал нарастать и одновременно двигаться по стенке, в сторону двери, по одному удару за раз. Последние несколько ударов были такой силы, что с потолка посыпалась крошка, а лампочки замигали. Я очень сильно испугался, схватил со стола шокер и забился в угол, но после последнего удара все резко стихло. Пару секунд я еще сидел в обнимку с шокером, с диким сердцебиением, потихоньку приходил в себя, но только я решил встать, как услышал шаги. Вернее, не столько услышал, сколько почувствовал. Пол слабо вибрировал, будто что-то тяжелое шло по трубам, и, судя по звукам, остановилась она рядом с дверью. И в этот момент начали скрестись, где-то очень низко, но звук был такой, будто целая куча когтей скреблась одновременно. Потом звук на секунду прекратился, и вдруг что-то очень сильно врезалось.
Удар был настолько мощный, что одна из лампочек в каморке погасла, а с потолка отвалился целый кусок штукатурки. И тут уже паника взяла свое. Я схватил рацию и начал нести в нее совсем не связанную ахинею, умоляя объяснить, что происходит. Тем временем шарахнуло еще пару раз, и после этого наступила тишина.